Ольга Валерьевна, добрый день. Расскажите, пожалуйста, о эпидситуации в нашей республике. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике остается напряженной, подконтрольной органами государственной власти и органами местного самоуправления на территории республики. Зарегистрировано 148 новых случаев новой коронавирусной инфекции в столице нашей республики. Количество случаев 75. К сожалению, количество случаев в столице республики не уменьшается. Отмечаются случаи возврата из отпусков и нарушения гражданами, вернувшихся из отпусков, установленного режима, согласно которому при выходе на работе в обязательном порядке требуется соответствующий ПЦР и соблюдение мер, которые должны исходить из мер безопасности каждого гражданина, которые связаны с самоизоляцией. В Молданском районе зарегистрировано 13 случаев, по 10 случаев продолжает фиксироваться в Мирнинском и Абиконском районе, 8 случаев фиксируется в Сунтарском районе. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, я обращаю внимание на то, что в результате погодных условий нам действительно достаточно сложно сегодня работать непосредственно санитарной авиации, поэтому основная помощь в таких районах, в которых тяжелых больных, как правило, вывозили непосредственно наши центры, оказывается через телемедицинские консультации. В Нижнегринском и Чурапчинском районе по 5 случаев, в Вилюйском, Ленском, Татинском и Хангаласском по 3 случая, в Амгинском, Мигино-Кангаласском и Намском районах по 2 случая. Необходимо обратить внимание на достаточно устойчивое, постоянное выявление количества случаев в Амгинском районе. И, к сожалению, вновь появилось большое количество случаев в общей массе за неделю в Мигино-Кангаласском районе. По одному случаю фиксируется в Алайховском, Горном, Кобяйском и Салданском районах. Если исходить из характеристики заболеваний на территории республики, то необходимо обратить внимание, что большинство заболеваний фиксируется в семьях, и часть заболеваний есть в местах совместного проживания граждан, коллективного совместного проживания граждан. За сутки нами проведено 3164 исследования, поступило 315 555 доз вакцин. Первую вакцину в республике уже получили 289 225 человек. На территории республики использовано 92%, 14% от общего объема вакцины, поступившей в республику. Во всех поликлиниках республики у нас присутствует вакцина, за исключением тех поликлиник, в которых вывести вакцину мы не можем в силу, опять же, природно-климатических условий, связанных с пожарной обстановкой в республике. Министерство здравоохранения совместно с Министерством транспорта отслеживают логистику поступления вакцины. Учреждения здравоохранения на местах ведут соответствующий список. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, я напоминаю, что с понедельника, с 15 августа 2021 года в соответствии с постановлением главного санитарного врача по Республике Саха-Якутия будет непосредственно осуществлено, работодатели обязаны будут осуществить отстранение без сохранения заработной платы работников, которые не прошли вакцинацию. Соответственно, и после подобного рода действий относительно работодателей будут совершены проверки, которые проведет Управление Роспотребнадзора по Республике Саха-Якутия. В связи с чем обращаю ваше внимание на то, что по действующим нормативам, по действующим методическим основаниям, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, есть 3 категории лиц, к которым относятся беременные, кормящие, дети и, соответственно, у нас лица, которые имеют медицинский отвод в силу непереносимости компонентов, которые входят в саму вакцину относительно данных граждан, и граждан в том числе переболевших, которые непосредственно до 6 месяцев должен быть применен непосредственно режим, как правило, удаленной работы.